Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life. И сегодня у нас опять расклад, как будто бы индивидуальный, на одну позицию. Выпил зелье, стал другим. Вот реально, это очень-очень частая ситуация. И на моих когда-то индивидуальных приемах это было чуть ли не каждый день, когда женщина, особенно, да, по отношению к мужчине, видела резкую перемену в нем, которая ничем абсолютно не подкреплялась. То есть как будто бы человека вот в один день прямо взяли и подменили. И было всегда подозрение, да, что на человеке, возможно, какая-то магия, что его кто-то опоил и кормил, или на нем какие-то заклинания сделаны, да, и человек просто резко поменялся. Поэтому давайте посмотрим сегодня, есть ли на загадном человеке негатив какой-то, особенно против ваших отношений. И попробуем посмотреть на картах, да, есть ли какой-то способ как-то исправить ситуацию и вообще, что делать дальше. То есть отказываться, может быть, от человека или не отказываться, да. То есть вам тут нужно будет, естественно, как-то вот взять и определиться в этом плане. То есть какая-то ваша тактика, да, вам нужна, и вы не знаете просто, что делать. Вот. Давайте выбирайте один из этих камней. Это у нас карнелиан, а это унакит. Вот какой из них я загадала. И если камень вы отгадаете, значит, это точно ваш расклад про вашу ситуацию, да. Если не отгадали камень, то все равно может быть расклад про вашу ситуацию, но вас подвела интуиция. Поэтому не бросайте расклад, вы можете его посмотреть. Но уж если совсем там все плохо, не похоже, ну, значит, что ж, как говорится, попробовали, не получилось. Вот, поэтому, конечно, не может расклад всем подходить, да. То есть вы это должны понимать, но все-таки подходит многим. Потому что я говорю, это очень частая ситуация, и просто проверьте, вот то или не то. Итак, молчу, выбирайте. И я выбрала карнелиан. Если вы тоже выбрали карнелиан, значит, это точно ваш расклад. Кладу его сюда, накид убираю. Вот, и, соответственно, смотрим, слушаем. Я буду гадать на классической колоде Таро. Она наиболее хорошо здесь расскажет, потому что это моя рабочая колода. Я на ней гадаю индивидуально. И, соответственно, она очень сильно много наработанная, да, и я уже не первую колоду такую меняю. То есть одна изнашивается, я покупаю следующую, с одинаковой рубашкой. И, соответственно, да, она моя рабочая, и она вам точно ответит. То есть человека как подменили вот ситуация. Что делать вообще, и что с ним произошло. Давайте посмотрим на ваши отношения сначала. Что он чувствует, что чувствуете вы, что он думает, что вы думаете, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять, что вас связывает и чем дело кончится. Вот, смотрите, тут уже сразу все видно, даже на первой раскладке, потому что у него на чувствах шут. То есть человек сейчас явно глупый, да, вот он какой-то глупый, он вас любит, причем есть у него чувства совершенно точно, но он сам ведет себя именно по-глупому, часто рискует, как в омут с головой куда-то несется опрометчиво, кидается действительно, у него порывистые действия. И на мыслях у него солнце. Что такое солнце? Хочу внимания, хочу быть счастливым. Это внимание ему кто-то, к сожалению, скорее всего, уделил. И также он хочет и вашего внимания, потому что ему понравилось быть внимание нескольких людей. И видите, на намерениях пятерка мечей он за что-то хочет вас наказать. Победить, за что-то, может быть, отомстить. Значит, ему внушили, что вы враг, и что вы делаете для него какие-то плохие вещи. Что вас можно бы и наказать за то, как вы себя вели в отношениях. То есть с ним кто-то разбирал ваши отношения, скорее всего, этот кто-то жрица по итогу, которая стоит, и, тайная женщина, да, и, соответственно, она насоветовала ему. В отношениях, не в отношениях, это сейчас пока мы не знаем. Но я знаю, что она с ним говорила про вас, про ваши отношения, и говорила, что
с ним так нельзя, что вы во многом вели себя неправильно, что вас надо наказать, и он готов. То есть ему понравилось, что его кто-то понимает, ему понравилось внимание. С вашей стороны башня на чувствах. Вы находитесь сейчас в очень большом кризисе, у вас шок. И, соответственно, вы знаете, что может произойти полный разрыв. То есть у вас все перевернулось внутри, возможно, вы даже ревнуете или просто в бешенстве находитесь, то есть у кого как. Но башня, она показывает целую гамму разных чувств. На мыслях у вас 8 жезлов, вы куда-то торопитесь, а торопиться здесь вообще не надо. Вы рвете и мечете, вы хотите срочно добиться от человека цели. И на намерении 9 жезлов, отстоять эти отношения. Понимаете, вот как? У вас тоже очень много острых чувств. Вы буквально пышете огненными картами. Даже башня – это символ все-таки огня. И значит, что вы в таких разрозненных чувствах, что вас нужно сейчас срочно остановить. Срочно остановить, потому что вы готовы ломать. А ломать сейчас нельзя, если вы хотите сохранить отношения, если вы хотите их реально защитить и отстоять. Разве можно ломать? Если вы хотите отказаться от человека, это одно дело, да? То есть многие сейчас скажут, ага, ты плохой таролог, ты советуешь прогибаться под мужика. Если бы мужчина мне изменил, или я его хотя бы в этом заподозревала, он бы уже шел лесом, полем, мне без разницы было бы, кто его к чему приворотил, кто сломил там его волю, я бы его никогда в жизни не оправдывала, и он бы просто шел лесом, я бы это переболела. Но если вы, вот есть очень многие мои клиенты такие, и люди такие, женщины, и мужчины, кто переболеть не может, видите ли, кто хочет вернуть человека, который уже был заподозрен в неверности. Понимаете? Не пойман, но заподозрен. А может быть, кто-то и даже кто пойман был на неверности. Это доказанные факты, все равно хотят вернуть. Кто-то держится за имущество, кто-то за семью, кто-то за детей, кто-то за самого этого человека, у кого-то сильная психологическая зависимость, или я без тебя не могу. И, естественно, я даю в рамках именно этих условий вам советы. То есть, да, если вы можете без этого человека уходить, естественно, и плевать, какая на нем магия. Но если вы не можете, мы про это расклад, да, смотрим. Если вы не можете, тогда что вам нужно делать? Ну, ясно, что сейчас вам нужно свою импульсивность как-то остановить. Вы рвете, мечете, вы в бешенстве, и вы можете еще больше наломать дров. Естественно, что нужно сделать? Да? Вас затормозить надо, потому что вы прям ого-го чего хотите. Между вами сила. Это как раз-таки применение силы, причем с вашей стороны в отношениях сейчас. Человек упирается, а вы его насильно пытаетесь схватить и приручить. Стоп, подождите. Вам нужно собраться с мыслями. И по итогу жрица, она выигрывает. Она выигрывает. Она мало того настроивала его против вас, она еще и магию применила, потому что жрица – это всегда символ черной магии в отношениях, да. И понятно, что у вас есть соперница, это может быть даже мать партнера, мы даже не знаем, какие у них отношения. И сейчас будем выяснять, потому что иногда мать партнера очень даже выпадает как враг отношений. И она такие схемы забубенивает, да, и советы дает. Угу. Давайте посмотрим. Есть ли у него другая? Король кубков, двойка кубков, башня. Вы знаете, какая тут ситуация? Скорее всего, у него есть другая, но в каком смысле есть? Они когда-то, возможно, уже расстались. Она, то есть, была, вероятно, до вас. И она сейчас что-то хочет либо вернуть, либо что. Потому что у них тоже непростая ситуация в отношениях с этой другой. То есть она присутствует, она есть. Она почему черную магию тут затеяла? Потому что, скорее всего, хочет вернуть свои права на него. И получается так, что вот она, ваша вражина, она сразу же здесь выпала и опять с башней. Я тебе все разрушу, потому что раньше ты не дала мне шанса все вернуть. То есть мы разрушили отношения, да, но ты мне не дала шанса все вернуть. Потому что ты появилась, да, то есть она мстит прям. И его, конечно, она где-то цепляет за что-то. Хорошо, делает ли она на него что-то сейчас? Рыцарь пентаклей, шестерка кубков, туз пентаклей. Она очень хочет его вернуть, она даже дарит ему подарки. А на этих подарках что?
На этих подарках наговоры, да. Восьмерка кубков, рыцарь мечей, сила. Она хочет его подчинить себе. Десятка жезлов, тройка жезлов, король мечей. Видите? Он всеми силами пытается внутренне противостоять ей. А она на него делает на вещи на какие-то. То есть тут может быть как опой, выпил зелье, как мы говорили, да, так и вещи, какие-то подарки в его сторону. То есть она ему как может бутылку вина, водки подарить, да, так и что-то подарить, на что наговорено. Ну-ка, никакая бывшая не появлялась недавно и не дарила вам постельное белье, рамки для фотографий, там, не знаю, носовые платки, ботинки, да что угодно. Если такая была, сразу это сейчас нужно что сделать? Схватить, купить такое же самое, поставить на это же место, а вот эту вещь сжечь, естественно, да? Срочно сжечь, прям срочно идти и сжечь. Если не можете найти, давайте дальше смотреть. Вообще, реально ли вернуть теперь ваши отношения на круги своя, потому что человек-то изменился? Реально ли все вернуть? Десятка жезлов, звезда и двойка пентаклей говорят, что да, есть очень тяжело, но есть шансы. То есть надежда, она умирает последней. Есть два варианта развития событий по двойке пентаклей. Будут сейчас качели в отношениях. Вот дальше как он будет действовать. Восьмерка пентаклей, паж пентаклей, двойка мечей. Он будет закрыт и будто бы работает. Вот он будет всячески прятаться от вас на работе, закрывая своей деятельностью, будто бы я много работаю. Вот это его сейчас тактика. Это его сейчас тактика. Вообще, почему он думает, у вас проблемы? Вот он со своей стороны как думает, почему проблема вообще? Рыцарь жезлов, тройка кубков, колесница. Либо от того, что он куда-то поехал, или вообще там люди куда-то, расстояние между ними было, или еще что-то. Либо где-то он с друзьями хорошо побухал, напился, покуролесил, да, и вы его как-то за это прижучили. И вообще, что ему с друзьями нельзя, может быть, куролесить в ваших отношениях тоже, да, его может бесить очень сильно, ему внушили, что это неправильно. Хотя это правильно, да, требовать, чтобы либо ты не ходи, либо там ходи ограниченно со своими друзьями, там как-то, да, по расписанию. Это нормально. Но он считает сейчас, что это ненормально, потому что ему это внушили. А еще ему внушили, вот если ты будешь со мной, я вообще тебе все буду разрешать, хотя это тоже неправда. Так, хочет ли он с вами наладить отношения вообще на самом деле? Тройка пентаклей, тройка мечей. Он сейчас очень обижен, сила. Нет, он хочет, наоборот, отстоять свое право на что-то. Он обижен. Обижен. Ему внушили, что вы враг. И он обижен буквально. То есть у него есть внутри полное убеждение, что это вы не правы. И что это вы испортили эти отношения на самом деле. Хорошо. Хотя ничего хорошего, да? Как его вообще избавить-то от этого всего дела? Давайте смотреть. Так. Сложно. Тут что-то применено такое. Ну-ка, что применяли? А его как дураком делают. Ему что-то на мозги. Ему давят на мозги черной магией. Его, скорее всего, приворачивают к себе. Вот. От вас отворачивают, а к себе приворот. И на мозги влияют. Может, правда, спаивают. Смотрите, карты говорят, что тут с этим надо очень сильно работать. Во-первых, молитва. Во-вторых, вам надо как-то окститься и перестать, вот видите, все карты такие закрытые, перестать психовать. То есть на него, не дай бог, еще перестать психовать. Сказать просто четко и ясно, что, ну, мол, если вы правда хотите его возвращать, я еще раз повторяю, что не надо засовывать никуда свою гордость, на самом деле я бы его выпнула, да. Но если вы не можете, вот, тогда какая тактика? Ну, тогда сказать, я тебя люблю, я тебя не отказываюсь. То есть прям нормально поговорить, сказать, что тебя не устраивает, что случилось, давай там как-то решать наши проблемы. Вот, человек там что-то предъявит, допустим, да, или сказать, ну, тогда тебе нужно хорошо подумать. То есть не нужно рубить сейчас с плеча, а тебе нужно хорошо подумать.
Вот, и как-то показать свои плюсы, естественно, да. Но также над этим работать именно в ментальном плане. То есть нужна молитва здесь обязательно с вашей стороны, ежедневная молитва. Лучше от 15 минут до часа, но лучше час целый молиться за ваши отношения. Потом, значит, сделать 40, скорее всего, за здравие в храме, да. Если у вас другая религия, молитву в том религиозном месте, где вы молитесь, заказать за отношения, да, молитву за сохранение связи. Потом, значит, здесь нужно найти какие бы то ни было чужие вещи, которые вы вдруг найдете, если вы вместе живете, или у него там найти, да, если вы вдруг какой-то доступ имеете, все это сжечь, поменять на другие те же самые вещи. Если такой возможности нет, значит, вещь просто пропадет, вы ее просто сожжете. Сожжете, выкинете, закопаете куда угодно, но лучше сжечь. Понимаете? Если это что-то такое смываемое, можно смыть в унитаз, там, в воду или еще что-то. То есть всякие бутылки, еду, что-то, если дарили вот такое. Вот. И это, конечно, начнет помогать. Но самое главное, это успокоиться и проявить спокойствие. То есть проявить такое, как, что вы не будете, конечно, сильно бегать. Потому что приведи собаку в поле. Если вы за собакой побежите, она побежит за вас, от вас. Если вы от нее побежите, она побежит за вами, да. То есть вам это нужно вот это осознать, что с мужиком вот ровно все то же самое, причем и с женщиной тоже, если вы мужчина сейчас смотрите. Поэтому вот сейчас у вас такая, да, серьезная срочная ситуация, но вам нужно прям брать себя в руки. И, в принципе, надежда спасти отношения еще есть. Просто из него прям делают дурака, да, то есть его нужно приводить в чувство потихоньку. Приводить прям веские, логичные аргументы, очень по-доброму относиться, может быть, говорить какие-то хорошие слова, вот. Свой подарок подарить, да, то есть как-то вот обозначить себя. Ну, вот такой ответ сегодня дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.